утро! Это «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. 10 февраля, день недели, четверг, и его вместе с вами встречаем, просыпаемся мы. Катерина Винокурова, Павел Танин. Собственно, как и всю эту рабочую неделю, до конца которой осталось буквально 2 дня, если считать сегодняшний. И вновь мы сегодня с утра хотим помочь вам проснуться, начать этот день максимально бодро, максимально интересно, максимально познавательно в том числе. И для этого у нас есть, я думаю, все необходимое. Так, сегодня в нашей программе мы поговорим о том, как во время пандемии одни потеряли работу, а другие сменили свою профессию. Так, познакомимся с одной девушкой, женщиной, якутянкой, которая нашла себя в Африке. Да, не только сменила профессию, но и место своего положения, скажем так. Помимо этого, естественно, этот год, 2022, для нас всех знаменателен, столетие якутской государственности, Якутской ССР. И к этому событию приурочен выход фильма под названием «Пути великих свершений». Фильм вот-вот уже явят публике, на суд зрителей. И вот с участником этого проекта мы сегодня поговорим. Да, также узнаем, как сохранить позитивное мышление, несмотря на трудности, связанные с пандемией. Лайфхаками поделятся герои наших сюжетов. Да, ну и, конечно же, не забывайте про социальные сети наши. Если вы вдруг пропустили выпуск наших новостей, то, пожалуйста, YouTube вам в помощь. Там все повторы есть всегда. Не забывайте про наш WhatsApp, номер 8 914 273 4488. Какие-то, может быть, интересующие вас темы, пожалуйста, вопросы присылайте. По мере возможности будем на них отвечать, делать материалы, в том числе сюжеты, рубрики и так далее. Ну а ровно 16 лет назад, в этот день, 10 февраля, открылись 20-е Олимпийские зимние игры в Турине в Италии. Там специально к Олимпиаде был с нуля построен метрополитен, что само по себе является беспрецедентным событием. Да, и, кстати, интересный факт, что именно для этих Олимпийских игр организаторы соорудили самую высокую олимпийскую чашу для олимпийского огня. Ее высота составила 57 метров. Вдуматься только, это действительно колоссальное такое строение. И рекорд, между прочим, до сих пор держится за всю историю Олимпийских игр. Он остается непоколебим. С другими интересными датами и событиями этого дня знакомимся в ежедневной рубрике. На календаре 10 февраля. Сегодня отмечают День дипломатического работника, День рождения утюга, День домового, День зонтика. По народному календарю в этот праздник почитают память преподобного Ефрема Сирина, иеродиакона. Традиционно в этот день отмечают именины домового. Чтобы его задобрить, хозяйки оставляют на столе блюдечко с молоком и печеньем. Также в углу ставят глиняный горшочек с кашей. Считается, что домовые хорошо ладят с кошками, поэтому в этот день нельзя обижать этих домашних животных. Также в этот день нельзя убивать насекомых. События в этот день. Первое письменное упоминание о появлении утюга. Согласно указу Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили свое название Севастополь. Создан государственный ансамбль танца Советского Союза под руководством Игоря Моисеева. Состоялись первые выборы в Верховный Совет Советского Союза. Прошел первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым. Со счетом 4-2 победил Каспаров. В этот день в долине царей в Египте найдены саркофаги фараонов. В этот день родились Борис Пастернак, русский советский поэт и писатель, нобелевский лауреат. Матвей Блантер, советский композитор, автор песен, народный артист Советского Союза. Владимир Зельдин, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Михаил Рощин, советский и российский прозаик, сценарист и драматург. Георгий Вайнер, советский и российский писатель детективного жанра, сценарист. Сергей Пенкин, советский и российский певец, композитор, актер. Именины сегодня отмечают Федор, Теодор, Леонтий, Игнат, Егор, Георгий, Вальдемар, Владимир, Варфоломей, Ольга. Детеныш морского слона обнимает фотографа.
Это 200-килограммовый детеныш, собственно, морского слона обнял девушку. Девушка является фотографом, который снимает, как правило, пингвинов. И вот этот замечательный момент, милый до безумия, он попал на видеокамеры. Да, зафиксировал это видео Джесс Тонтон, который участвовал вместе с мужем в фотоэкспедиции на острове в гавани Голд в Южной Георгии. Девушка собиралась поснимать королевских пингвинов и легла на снег, когда к ней подполз детеныш морского слона. Огромное животное прижалось к человеку. Девушка отреагировала на своеобразные объятия смехом и осталась лежать в той же позе. Видео было опубликовано в 2018 году, но стало вирусным совсем недавно. После фотограф призналась, что после общения с тюленями осталось легкое онемение в ноге, но чувство благоговения перед редкими животными остается навсегда. Ну а уже в феврале состоится долгожданная премьера фильма «Пути великих свершений». Фильм приурочен к столетнему юбилею образования Якутской АССР. Об этом подробнее мы будем сейчас говорить с гостем, который подключается с нами по скайпу. Это Георгий Никонов, автор и руководитель проекта, советник главы Республики Саха-Якутия Георгий Дмитриевич. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые коллеги. Георгий Дмитриевич, расскажите вообще об основном замысле проекта «Пути великих свершений». Проект «Пути великих свершений» был начат где-то лет 10 назад, в 2011 году. И основная цель – это все-таки мы позиционируемся как история развития России к Дальнему Востоку. И еще главная цель у нас – это роль Якутии в освоении Дальнего Востока и роль Якутии в истории России. В этом году начались съемки фильма «Пути великих свершений». Они начались с того, что между руководством КТРК и главой республики Алексеем Сергеевичем Николаевым были достигнуты договоренности о съемке документального фильма к столетию Якутской АССР. Но съемки фильма, первая часть, будем говорить так, это будет о первопроходцах в лице Семена Ивановича Дежнева. И съемки были в Лёкминске во время СЭХа, в городе Якутске, в Тангаласском улусе, Татинском улусе, в Усалданском улусе. И в частности, съемки осенние в сентябре были в Чукотском автономном округе в мысе Дежнева. Зимняя часть у нас съемки были уже в конце ноября, в начале декабря. Это Якутск, Татинский улус, Тампонский улус, Омикон. И самый наш северо-восточный форпост – это Нижнеколымский улус, откуда вышел Семен Иванович Дежнев на своих кочах на плавание, в свое знаменитое плавание вокруг мыса Дежнева, мыса, где Азия соединяется с Америкой. В таком съемочный материал в основном сейчас уже снят, и идут монтажные работы. Было очень много спикеров, начиная с краеведов, начиная с самих этих краеведов, работников музея, учителей, членов Русского географического общества. И сам глава Алексей Сергеевич Николаев выступал как спикер первой части. И мы надеемся, что фильм будет очень интересным и выйдет к сроку, который намечен, это 1 марта текущего года. Георгий Дмитриевич, интересно узнать, кто является автором фильма, кто вообще работал над сценарием. Работа над сценарием ведется телекомпанией «Моя планета», группа, которую возглавляет Николай Владимирович Субботин. Сценаристом является Боровикова Александра Игоревна.
Режиссером является Лобашов Роман. И творческая группа, которая снимает очень высоко квалифицированные операторы, которые снимают все вот эти фильмы, которые идут через мою планету, канал ВГТРК, поэтому с ними было работать очень интересно, и я думаю, выйдет очень хороший фильм. Вот «Пути великих свершений» — это достаточно такой уникальный проект по систематизации и обобщению истории, и этнографии в том числе. Кто-то из ученых, возможно, этнографов помогал, принимал участие в создании фильма? Ну, у нас фильм идет на основе... У нас первоначально по проекту вышли книги вот «Пути великих свершений» 6 томов. Это где первый, второй том, речь идет о освоении с Якутска, Охотска, Петропавловска-Камчатского, Охотского моря, Чукотки до Северной Америки. Второй том шла речь о Дальнем Востоке, как с Якутска были освоены Дальний Восток, это в частности Амур, Базин, Николаевск на Амуре и дальше Приморье. Третий, четвертый – это севера. Поэтому в этом создании вот этих томов принимали участие очень большое количество ученых. И в частности с Якутии это Институт гуманитарных исследований. Боякова Сардана Николаевна участвовала, принимала как руководитель первой, второй части. И принимали участие ученые с Дальнего Востока, Востока, Дальневосточного федерального университета, с городов Сибири, Кунсткамера, Институт Арктики, Антарктики, ну и, естественно, Русское географическое общество. Но поэтому, так как фильм создается на основе этих томов, и все то, что было изложено нашими учеными, используется в нашем фильме. Георгий Дмитриевич, спасибо вам огромное за подключение. Действительно очень масштабный проект, который позволит людям Дальнего Востока и не только узнать об истории освоения родного края. Спасибо, ждем премьеры. Спасибо. Хорошего дня. Не сомневаюсь, что масштабы будут и зрители ощутимы этой всей работы. Ну а прямо сейчас мы, дорогие друзья, прервемся на короткую паузу, после которой вернемся, продолжим встречать это утро. Доброе утро, это «Утро Якутии». Мы передаем сейчас слово нашим коллегам из информационной службы. Валерия Наумова ознакомит с последними событиями. В эфире новости. Доброе утро. С 21 февраля в России можно будет получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. Это следует из приказа Минздрава России, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Теперь QR-код будет содержать сведения о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, либо информации о положительном результате теста на антитела. Амбулаторный центр позволил не перегрузить работу кабинета ОРВИ в Мирнинской больнице. Сейчас в Алмазном регионе наблюдают 5-ю волну пандемии. За помощью в Мирнинскую ЦРБ с симптомами респираторных вирусных инфекций обращаются более 100 человек. На 20% больше принимает амбулаторный центр на базе ДЮСШ. Чтобы не создавать очереди в амбулаторном центре, принимает по предварительной записи. За неделю операторы колл-центра, их здесь 4, отработали 400 заявок. Амбулаторный центр по приему ОРВИ больных и COVID-19 открыт 2 февраля. Силами медцентра и МЦРБ в день проходит у нас от 100 до 180 человек. Основная масса все-таки тех, кто сам пришел. Есть некоторое количество, которые приходят по записи от колл-центра.
Родители школьников серьезно обеспокоены последствиями дистанционного обучения. Жители республики жалуются, оставляя обращения в растянувшемся дистанционном обучении в госуслугах и соцсетях. Уже второй учебный год учащиеся школ, вузов и СУЗов сталкиваются с дистанционным форматом обучения. По мнению родителей, от такого обучения страдает не только качество образования, но и здоровье физическое и психическое. За компьютером и различными гаджетами ребенок вынужден проводить большую часть дня. По мнению эксперта, больше всего от затянувшегося дистанта пострадают дети в возрасте от 4 до 14 лет. Напомним, в Якутске приступили к подготовке поэтапного перевода школ на очный режим работы с 15 февраля. 100 лучших педагогов Якутии получат премии по 100 тысяч рублей. Денежное поощрение лучших специалистов будет выдано по результатам конкурсного отбора. В нем могут принять участие педагоги со стажем не менее 5 лет. Также будет учитываться наличие и динамика стабильных результатов освоения учащимся программ обучения, эффективность использования педагогами современных технологий и другие. Прием заявок стартует 5 марта, а итоги будут озвучены в первом сезоне текущего года. Стимулирование творческой деятельности в сфере образования приурочено к столетию Якутской ССР. Спонсором является Роснефтегаз, ну и организатором является у нас, инициатором тоже фонд будущих поколений нашей республики. Отбор проходит по всей республике, принимают участие учителя нашей республики. Любого предмета, любого класса они могут заявиться. До 11 марта мы принимаем документы. И конкурс проводится в целях стимулирования поощрения наших учителей. И оцениваем их деятельность, результаты детей по учебной, по воспитательной работе, и самого учителя. В селе Приморка Ростовской области у мемориала воинам Великой Отечественной войны установили LED-экран с изображением вечного огня по инициативе и на деньги местных жителей. Однако вот такой подход нестандартный к оформлению мемориала все-таки не единогласен, не единодушен с жителями села. Подробнее далее. По словам главы сельского поселения Ирины Зимовец, экран был установлен к 76-й годовщине Великой Победы на деньги, оставшиеся после замены старой бетонной скульптуры на идентичную бронзовую. При проведении закупочных процедур образовалась экономия средств, которые были собраны по инициативе самих граждан села. Было принято решение установить вот такой экран, который является инсталляцией вечного огня. Установка экрана обошлась в 59 тысяч рублей, в то время как классический вариант вечного огня с учетом газификации стоил бы селу 700 тысяч. Негативные высказывания, последовавшие после публикации новостей о плазме, транслирующей изображение вечного огня, глава прокомментировала так. Раньше в селе вечного огня не было вообще. То есть у нас огня не было как такового. А сейчас, я думаю, все видят вот этот красивый памятник, очень культурный, аккуратный, с плитами, на которых увековечены более 400 граждан, которые ушли на войну. Для нас это место считается священным. И вы знаете, после того, когда в интернете вышла вот такая, я бы сказала, достаточно негативная реакция людей, которые не были у нас, и их у нас нет, они не жители, здесь начали негодовать жители, которые нашего поселения. Мнения жителей села Приморка о новом варианте памятника разделились. С одной стороны, вроде бы, как всегда горит, и все, вечный огонь все-таки у нас бывает и тухнет. Но, с другой стороны, это все-таки не вечный огонь. Это не огонь. Поэтому двоякая ситуация. Я привык к так нормальному вечному огню, и все. Это бред какой-то. Так вот очень удобно и хорошо. И от непогоды, и вообще от всего. Память есть память, она все равно память солдатам по-любому, что газ, что не газ. Насколько, я так думаю, что насколько администрации денег хватило, они то и сделали. Поэтому здесь разницы нет. Кто верит, кто поклоняется, кто помнит, они будут при любом случае подходить. Если даже не было бы этого экрана, люди же приходят. Экран работает круглосуточно, на него не влияют погодные условия. На плазме также установлено антивандальное покрытие. Местные жители самостоятельно поддерживают чистоту памятника и проводят мероприятия военно-патриотического воспитания.
Вот ты, Кать, как считаешь, вот, какое хорошее решение было сделать вечный огонь вот в таком формате? Ну, вообще, в мир новых технологий, я думаю, к этому все и ведет. Скоро все будет виртуальное, на мой взгляд. Я солидарен здесь, потому что, все-таки вечный огонь – это такой объект памяти, точнее, объект, который нам позволяет эту память хранить. Но память же мы можем хранить и в своей голове, в своем сердце и так далее. Поэтому, мне кажется, очень даже неплохое решение, тем более экономия ежегодная какая высвечивается, потому что содержание вечного огня стоит там порядка 700 тысяч рублей. Бюджета какого-то, да? В год. Можно направить эти финансы на что-то еще. Да, просто простая математика. 700 тысяч в год, 59 тысяч в год. Остальные, деньги можно направить куда угодно. Еще что-то другое. Если у вас полезное. какое-то мнение тоже, по этому поводу, пожалуйста, пишите нам на WhatsApp. Нам интересно, что вы думаете по этому поводу, как относитесь к такому, нестандартному действительно решению. Ну, а как мы уже говорили, пандемия коронавируса по-разному на нас, на всех повлияла. Кто-то потерял работу, другие сменили сферу деятельности, а некоторые начали совмещать сразу несколько подработок. Кстати, наша землячка, якутянка, живущая в Южноафриканской республике, именно в это непростое время начала новый бизнес и даже преуспела в этом. Да, начала заниматься изготовлением керамической посуды. Вот об особенностях этого производства, об особенностях даже рынка, возможно, расскажем далее. Наталья Нкоси, якутянка, которая во время локдауна, уехав на родину мужа в Южноафриканскую республику, не отчаялась и, чтобы не скучать дома, открыла семейный бизнес – керамическую мастерскую. Во время карантина мы не знали, что делать. Многие лишились работы. Вот мы сидели дома и как-то пришли к тому, что мы, в принципе, наша семья очень творческая. И мы начали встречать очень интересных людей, которые были в этом бизнесе. Компания в городе Йоханнесбург якутянку руководит совместно со свекровью и невесткой. Такие женские компании, по словам Натальи, очень ценятся в Южноафриканской республике. Основное направление семьи Нкоси – производство ваз ручной работы в африканском стиле. Вместе с тем создает семья Нкоси и якутские чароны. Африканская керамика, она очень интересна тем, что используется лепка. Лепка животных, лепка растений, цветков. И для меня это было очень интересно, потому что я никогда раньше не видела такого, на вазах. Выглядело очень красиво, что я решила просто попробовать слепить. 3 из них сегодня представлены на выставке в музее имени Ярославского. По просьбе работников музея Наталья отправила их из далекой Южноафриканской республики. Чароны с добавлением объемных фигур северных животных получились не только уникальными, но и открыли собой новую форму синтеза 2 совершенно разных культур – Якутии и Африки. Я сразу влюбилась в эти керамические чароны, потому что они совершенно необыкновенны. Но я сама люблю, когда изображают животных на каких-то предметах. Но тут вообще прям фантазия разыгралась, видимо, у автора, и они мне очень понравились. Африканская керамика – это ремесло, возвышенное до искусства. Осколки глиняной посуды, обнаруженные археологами Африки, датируются 7000 лет до нашей эры. Так что для африканцев это не новое направление, вместе с тем очень популярное. Это моя страсть, мое хобби – керамика. Через нее мы сохраняем свою культуру, наше наследие, культуру народов Зулу, Свази и других племен Южной Африки. Это камба на африканс, на языке Южной Африки. Это национальная посуда южноафриканцев. Сегодня бизнес нашей землячки набирает обороты. Клиентами керамической мастерской семьи Нкоси являются первая леди страны, послы зарубежных стран из Швейцарии, Финляндии, Турции и из самой Южноафриканской республики. А недавно они подписали контракт с крупной американской сетью магазинов Home Goods, куда теперь поставляются вазы в африканском стиле от семьи Нкоси. Есть в планах и завоевать рынок Якутии в ближайшем будущем. Ульяна Шагина, Семен Афанасьев, Якутск.
Вот хорошее дело, на самом деле, можно вот и себя и так реализовать в период вот, не знаю, потери работы, там просто смены ориентиров в жизни. Но помимо этого, оказывается, в мире существует огромное количество профессий, казалось бы, совершенно странных, но тем не менее люди выбирают эти дела делом всей своей жизни. Так, например, вот в эпоху молодости наших бабушек, дедушек, родителей была такая профессия, она, конечно же, неофициальная была и называлась просто стояльщик в очереди. Чаще всего в советскую эпоху, когда некоторые продукты и вещи было сложно достать, в очередях за ними стояли дети вместо другого человека. Ну и дети таким образом тоже себе какую-то копеечку они зарабатывали. Ну, на самом деле, сегодня эту профессию, актуальность профессии не потеряла, особенно в дни выхода новых моделей смартфонов и прочих историй. Но есть еще одна такая интересная профессия – утрамбовщик пассажиров. А по-другому эту профессию называют осия. А специалистов из этой области вы встретите только в двух городах. Это Мадрид и Токио. Задача утрамбовщика – затолкнуть людей в поезд или метро в час пик, когда пассажиров настолько много, что самостоятельно они уже не помещаются в транспорт. Да, вот. А возможно, в Москве когда-то станет актуальным эта профессия, актуальной, точнее, но пока вроде все в порядке. Представляешь, стоишь в метро, и тебя кто-то сзади толкает. Так я и без утрамбовщика иногда в час пик в автобусе проедет, тоже меня сзади кто-то толкает, и явно не из профессиональных своих обязанностей. Да, но мы и сами можем выступать утрамбовщиками. К сожалению, никто нам за это не платит. Да, вот. Ну, а вообще, профессий в мире очень много, все они важны, все они нужны. Об одной из них расскажем мы сегодня. Это профессия газооператора. Я Марков Александр, работаю в котельной «Аэропорт» с 1985 года. До газооператорства я работал на железной дороге по сменам, день-ночь. После приехал сюда, в Якутию, и здесь железной дороги не было, поработал там. И вот услышал объявление о приеме на работу, требуется газооператор. Отослали меня на курсы, отучился 3 месяца, ну и пришел. И вот с тех пор до сего времени работаю. Котельная для меня уже вторым домом стала. Раньше, когда пришел на работу, то наша котельная, весь аэропорт, теплоснабжение давала, и горячую воду, и весь аэропортовской поселок. А на данный момент нам работки прибавилось, так как напротив котельной построили спортивный комплекс, где будет каток ледовый и бассейн. И вот уже, в первую очередь уже подключили, даем тепло уже туда. Я считаю, от нашей работы зависит тепло в домах людей, так как живем мы не на югах, а на севере. За то время, которое я тут работаю, много людей ушло. Остался, так сказать, самый костяк, который здесь, очень долго уже работает. Здесь уже по 40 лет работает. Молодежи бы я пожелал, моя точка зрения, надо учиться. А мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Пусть мама придет». Сегодня познакомимся с девочкой Валерией. Малышка очень живая, эмоциональная, открытая и добрая девочка, которой не хватает только одного – любви, заботы, и, конечно, мамы и папы. Познакомьтесь с очаровательной девочкой. Ее зовут Валерия. Валерии 2 года и 6 месяцев. Она у нас очень активная девочка, жизнерадостная, любит подвижные игры. Также ее могут заинтересовать и настольные игры. Со сверстниками в группе она хорошо, сразу идет на контакт. Девочка она у нас самостоятельная, навыки самообслуживания соответствуют возрасту. Валерия, ты закончила, да? Закончила? Давай мы все орешки сюда перенесем. Давай. Вот. Потом пойдем другую игрушку возьмем.
Давай ложечкой. Ложечкой. Вот так. Умница. Ложечкой давай. Вот так. Валерия очень смышленая и усидчивая девочка. Она любит все исследовать. Колючая? Колючая. Валерия, кто это? Привет, черепаха. Валерия любит книги. Она с удовольствием рассматривает каждую страницу, изучая все, что нарисовано. Тактильный контакт с мягкими игрушками благотворно влияет на малышку. Валерия улыбчивая, открытая, добрая девочка, и мы надеемся, что для нее найдется семья. Как сохранить позитивное отношение к жизни, даже несмотря на какие-то глобальные крупные вызовы, например, пандемию? Да? Герой нашего следующего сюжета может дать ответ. Во-первых, это заниматься любимым делом. А он стал героем программы нашего телеканала «Мы вам покажем». И по его словам, любое увлечение может помочь справиться с совершенно всеми невзгодами. Как же найти свое дело и увлечь этим сотни людей? Он поделится с нами прямо сейчас. Мастер-классы Александра Апрасимова по плетению корзин из стальника получили большую популярность по всей Якутии. По интернету это очень сложно будет, а так для начинающих у меня всегда вот мастер-класс уже сколько, больше 10 лет, больше 10 районов я обучил инвалидов и безработных граждан. У меня несколько WhatsApp-групп, они ждут. Ну, пока с пандемией у меня пока не получается. До этого я обучал очень много людей. Они ко мне домой переехали или на месте, где мы собираем это прутья, там же собираемся и плетем. Техника плетения захватила героя после того, как он сам увидел корзины из тальника на одной из выставок мастеров. Тальник произрастает на всей территории Якутии. Ветви растения можно собирать в любое время года. Вот они очень гибкие, да? Вот сколько я могу вот на пальцах крутить. Это очень хорошая у меня ива. Тем больше хранится вот. А когда вы ее собирали, вот эти прутики? Это я вчера собрал и сегодня сразу привез. Вы его почистили? Нет, вот эти прутики? Нет, это зимой на улице выбрасываю, так лежит. Когда надо сколько угодно, я могу занести и начинать делать. Сотни якутян освоили самую простую технику плетения. Теперь создают нужные в хозяйстве изделия – корзины, короба, мебель, кухонную утварь. Плетение из ивы захватывает. Со временем приходит сноровка. Готовое изделие дарит радость и желание творить. Оказывается, можно плести и из бумаги. То же плетение, что и Александр Дмитриевич не показал. Веревочка, 2 прута получается. Бумажная, конечно, в лес не пойдешь, а это идет как декоративное. Можно что-нибудь такое сухое положить, какие-то там, какую-то мелочь, карандаши, пуговички, ниточки можно туда положить. Александр Дмитриевич – бессменный организатор детских спортивных игр на ивенкийском празднике Бакалдын в Якутске. Без него не обходится ни одно мероприятие Ассоциации ивенков Якутии. Много сил Александр Дмитриевич отдал увековечению памяти своего отца, известного ивенкийского поэта, писателя, художника и фольклориста Дмитрия Нестеровича Апрасимова. Со своим братом организовали музей на родине отца в селе Кюбцы Усьмайского улуса. В отчим доме собраны его произведения, воспоминания о нем, семейные реликвии. Наш отец прожил очень яркую, короткую, светлую жизнь. Здорово рисовал, вырезал из дерева, сочинял волшебные сказки, стихи, рассказывал удивительные истории. Мы, его дети, всегда брали с него
пример. Талант отца как художника, поэта перенял мой младший брат Андрей. Средний брат Филипп унаследовал талант отца как плотника, как мастера по дереву. Александр Дмитриевич вырастил 2 дочерей, с радостью возится с внуками. Дома, на работе, на отдыхе Александра Дмитриевича всюду окружают родные и друзья. Кроме семьи, главное в жизни, как считает мастер, найти свое хобби. Это станет источником вдохновения для творчества, даст ощущение полной и интересной жизни. Монголия и Якутия планируют развивать гуманитарные и торгово-экономические связи. О росте внешнеторгового оборота Якутии с Монголией свидетельствуют более чем 2 раза. Причем свидетельствуют результаты увеличения этих объемов по итогам 2021 года. По сравнению с 2020 годом. Да, ну а сегодня мы будем говорить о состоянии и перспективах культурного сотрудничества. И с нами сейчас на связи председатель общества Монголо-Саха сотрудничества Амаржаргал Балжаням. Амаржаргал, доброе утро. Доброе утро, доброе утро, Якутия. Вы сейчас находитесь в эти дни в Якутии, насколько мы знаем, и вы не в первый раз уже приезжаете. С чем на этот раз связан ваш визит? Так, да, мы каждый год до пандемии приезжали по несколько раз в год в Якутию. А на этот раз вот наши планы были связаться с Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия по одному вопросу. У нас есть такой проект «Сердце не забудет», и наша группа известных монгольских врачей, они кардиологи детские, и они проводят такие операции детям с пороком сердца. И с этим проектом мы хотим приехать тоже в Якутию. В ноябре у них был выезд в Тыву, сейчас они находятся в Киргизии, и там делали тоже операции. Вот это один из целей вот, моей поездки сюда. У нас еще были встречи с Северным форумом, с исполнительным директором Северного форума Владимиром Николаевичем Васильевым, президентом Ассоциации по содействию и развитию северных территорий. Вот. И, как мне сказали, я буду послом доброй воли Северного форума и буду представлять на этом форуме Монголию. Вот. У нас тоже были встречи с торговой палатой, с концерном «Сахабулт», с Федерацией настольных игр, с Домом культуры имени Кулаковского, с Домом культуры «Дружбы народов» имени Кулаковского. И намечаются дни кино Монголии. Ну, короче, очень много у нас целей по развитию и укреплению наших отношений. Угу. Вот как раз вы сказали про кино. Очень активно, да, развивается сейчас киноиндустрия. Вот скажите, в планах у вашего общества есть показать Якутии свои какие-то картины и наоборот, Монголии якутское кино? Да, конечно, мы об этом тоже обсуждали с нашими друзьями, да, и, может быть, мы проведем дни то есть монгольского кино в этом году, если у нас получится, да, и как будет с пандемией. Вот. И еще у нас планы есть показать фильмы по телевидению, вот, по НВК, может быть, да, вот, и ведутся переговоры, и думаем, уже в скором времени мы это сделаем. Вот мы также знаем, что занимаетесь вы темой туризма. Насколько сейчас вообще туризм развит в Монголии и какие перспективы в этой сфере в плане сотрудничества вы видите? Может быть, уже какие-то есть соглашения в плане развития туризма? Да, конечно, Монголия очень интересная, такая экзотическая страна, которая находится в Центральной Азии. И, как мы видим с последних данных нашего Министерства туризма, иностранные туристы очень
любят приезжать в Монголию, и они до сих пор пишут, когда пандемия закончится, сразу вот хотим поехать в Монголию. Также, наверное, дела обстоят и с Якутией, и хотим, конечно, тоже продолжить наши работы по сотрудничеству в этой отрасли. Мне кажется, Монголия и Якутия, она очень похожа, да, в таком плане природном, да, и экзотические оба страны, и поэтому вот специальные такие туры, они очень хорошо будут реализованы, да, в наших странах. И мы хотим вот организовать автотуры, например, да, или охотничьи туры, собачьи упряжки, ну и природные, конечно, да, вот вылазки вот какие-то, вот хотим сотрудничать в этой области. Спасибо, Маржаргал. Надеемся, что наше сотрудничество Монголии и Якутии также будет продолжаться и поддерживать дружеские связи. Спасибо. Ну а прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой вернемся и продолжим. Это «Утро Якутии». Мы продолжаем встречать сегодняшний день, 10 февраля, четверг. Утро уже почти завершается, начинается наш почти вот уже начнется рабочий день, и поэтому максимально с улыбкой давайте этот час проводим. И мы продолжаем делиться с вами интересной, полезной утренней информацией. Итак, Рускеальский экспресс, уникальный ретро-поезд, внутреннее убранство которого в точности копирует интерьер вагонов для российской знати императорских времен. Экспресс на паровозной тяге курсирует по маршруту Сартовала-Горный парк Рускеала. Впервые был запущен 1 июня 2019 года. Сегодня популярность этого единственного в России действующего ежедневного ретро-поезда на паровозной тяге невероятно высока. Главные причины в антураже всех купе и вагонов ресторанов. Выдержано все в стиле царских поездов конца 19-го, начала 20-х столетий. В той же стилистике выполнена одежда начальника, официантов и прочего обслуживающего персонала, а маршрут проходит по самым живописным местам Карелии. А конструктор-любитель из Иркутска Виктор Горохов зимой не обувает свою машину в лыжи. Он создал всесезонный аэромобиль для себя и своих внуков. Машина ездит благодаря винтовой тяге летом, на колесах, а зимой встает на лыжи. Виктор на самодельном средстве передвижения лихо рассекает по заснеженному бездорожью. Машину конструктор назвал «Вигол» в честь инженеров, себя самого и двух сыновей. По словам Виктора, аэромобиль ездит на двигателе от дельтаплана мощностью 50 лошадиных сил, на который мужчина установил редуктор от моторной лодки. Салон же почти не отличается от автомобильного. Есть руль, педали тормоза и газа, ручник, поворотники и фары. Времени ушло. Вот это сейчас идет третий год. Третий год, а денег 500 тысяч. Если разобраться, это что снегоход купить, что рассани сделать, надо те же самые деньги. Свой первый автомобиль Виктор Горохов собрал еще в детстве по моделям из журнала для любителей конструирования. На нем он не только катался по дороге у дома, но и ездил в школу. Затем конструктор-любитель вместе с детьми увлекся картингом, а для внуков решил соорудить аэромобиль. Для зимы катались, а летом-то чем заниматься? Картинг вроде им уже надоедает там, внукам. Я решил сделать летний вариант. И вместо лыж поставил колеса. Они уже ездили на колесах, получился аэромобиль. Это я так для себя установил, что это же вообще достижение. Когда лыжи лыжами, а можно и летом кататься, аэромобиль получается. Вигол может развивать скорость до 70-80 км в час. Виктор уверен, что аэромобиль может разогнаться и больше. Однако мужчина не рискует проверять. На больших скоростях машину начинает трясти. Ну, я подумал, вспомнить молодость, сделать сыновьям не подарок, а хотя бы чему там научить их.
что можно головой шуропить и что-то делать. Не ждать, когда папа купит, а что-то самому изобретать. Работа над аэромобилем шла 3 года. За это время конструктор сломал 2 пластиковых винта и сейчас установил металлический. Но главное преимущество транспортного средства – на нем можно кататься в любое время года. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы вновь готовы рассказать о последних событиях, произошедших в республике и за ее пределами. В эфире новости. Доброе утро. В 2022 году почти 3000 россиян смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают. В этом году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 11 миллиардов рублей. Рассчитывать на нее могут отдельные категории граждан, в их числе чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера, из закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий. Пельмени, сосиски и гречка подорожали больше всего в несетевой рознице за год. В целом цены на продукты в данной рознице за год выросли на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Эватор». Индексы компании показывают усредненные изменения цен в ключевых категориях товаров в торговых точках традиционной розничной торговли за конкретный временной период. Для расчета индексов используются наиболее популярные товары, которые широко представлены в большинстве регионов России. По данным индекса, в январе цены на продукты в несетевой рознице выросли на 1% по сравнению с декабрем и на 10% к январю 2021 года, добавили в компании. Новое оборудование – ориентир на постковидных пациентов и современные методики диагностики и лечения. Санаторий Бейс-Чагда получил расширенную медицинскую лицензию и готов принимать якутян. Здравница впервые сможет начать работу по офтальмологии, урологии, онкологии, дерматологии и другим востребованным направлениям. Поможет и современное оборудование, которым санаторий в этом году был доукомплектован. Причем руководство для работы привлекло дополнительно и новых специалистов. Первый и второй этап лицензирование требует приглашения специалистов, в том числе узких специалистов из Москвы, Московской области, из ведущих клиник. Мы ведем эту работу. На сегодня у нас уже работает ряд людей, которые пришли к нам. Это и профессор Заруба, кардиолог известный, люди, отвечающие за мануальный блок, рефлексотерапию. Мы будем постоянно этим заниматься и огромное внимание будем оказывать тому, чтобы люди, работающие в Бейс-Чагде, могли полноценно оказывать помощь нашим пациентам. По итогам работы Наслегов Горного Улуса 2021 года в целях содействия достижения наилучших значений показателей деятельности муниципальных образований проводился конкурс по 45 критериям. Главным образом оценивались эффективность деятельности Наслегов. Победителем объявлен Адонинский Наслег и награжден 3 миллионами рублей на благоустройство, мероприятия по энергосбережению, развитие сельского хозяйства и предпринимательства. Также в рамках программы «Тысяча дворов» на Дальнем Востоке планируется строительство мини-парка культуры и отдыха. И вдвойне отрадно, что по итогам 2021 года Магаратская средняя образовательная школа имени Луки Никифоровича Харитонова тоже стала лучшей. Центр развития ребенка Тулукчана тоже стал лучшей. И Совет отцов Тюмень, села Магарас, тоже оказалась лучшей. И хочу выразить благодарность администрации района и главе района Никите Викторовичу Андрееву. На этом все. Хорошего дня. Сегодня на календаре у нас календаре недели четверг у нас. И четверг знаменателен тем, что, как правило, в этот день состоятся все кинопремьеры. Ну, во всяком случае, крупные. Вот одна из кинопремьер сегодня произойдет. Это Uncharted на картах не значится. И многие люди, оказывается, ждали этот фильм, когда он выйдет на экраны, в их числе и я. Потому что, во-первых, это экранизация компьютерной игры. Это всегда неоднозначная тема, которая надежд вселяет много. А как часто бывает, ожидания
ожидания, они совсем с реальностью не совпадают. Посмотрим, что будет здесь, тем более актерский состав хороший. О том, какие еще картины, ну и в том числе про Uncharted, сейчас узнаем из нашей киноафиши. Катя, я тебе сейчас слово передаю, ты там появишься и все расскажешь. Давай, с радостью. Итак, сегодня стартует экранизация приключенческой игры Uncharted. В центре сюжета история о том, как из соперников Нейтан Дрейк и Виктор Салливан превратились в верных союзников и искателей приключений. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории. Фильм основан на одной из самых продаваемых и высоко оцененных критиками компьютерных игр всех времен. О, Господи! Сопляк решил поиграть с большими мальчиками. Что ж, наслаждайся шотландским гостеприимством. Чего? О, черт! В 2017 году убийство в Восточном экспрессе на практике показало, что детективы еще пользуются спросом. В 2019 году «Достать ножи» подтвердил этот факт. В 2022 выходит «Смерть на Ниле» – очередная история про сыщика Эркюля Пуаро. На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, достигает Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу. Что вы от меня ждете? Два убийства. Но вы лжете мне. Прямо в лицо! Убийца среди нас. Ему не уйти. Ну а в преддверии Дня Святого Валентина кинотеатры приглашают к просмотру романтической комедии «Первый встречный». Сюжетная завязка, как и всегда в таких картинах, самая невероятная. Но их смотрят не с точки зрения художественной достоверности. Поп-дива прямо на своей свадьбе, за которой следят миллионы ее фанатов, узнает, что жених ей изменил. Тогда она выходит замуж за первого человека, с которым встретилась глазами простого школьного учителя. Я тебе не пара. Первый встречный. Ну, на этом у меня все. Желаю вам отличного похода в кино и приятного просмотра. Ну, достаточно яркие картины нас ожидают, особенно детективная история. Я бы вот на нее тоже сходил. Я тоже, ну и на романтический с Дженнифер Лопес я тоже обязательно пошла. Я ему все-таки предпочту. Если уж ты идешь на Uncharted, то я на романтический фильм. И суммарно мы посмотрим всю троицу. Ну, вот такой у нас сегодня день, так он начинается. Четверг, 10 февраля. Час утренний наш подходит к концу. Впереди рабочий день, который мы все вместе с вами проведем как? Правильно? С улыбкой. Обязательно. Ну и прежде чем мы с вами попрощаемся, во-первых, хотелось бы одно сообщение с WhatsApp прочитать, которое нам пришло. И вот я его озвучиваю. Доброе утро, Павел и Катерина. Каждое утро встречаю с вами. Вы с экрана ТВ каждый день желаете нам, телезрителям, доброго утра. Вот решил и вам пожелать доброго утра, отличного вам дня и продолжайте радовать нас с экранов телевизоров. И смайлики, эмоджи, очень это приятно. Как приятно. И от этого хочется еще больше вдвойне вам пожелать всем, дорогие друзья, доброго утра и отличного дня.